Доброе утро! На календаре 18 марта, четверг, и сегодня от всей души приветствуем вас мы, Катерина Винокурова и Степан Федоренко. Сегодня мы узнаем, за каким продуктом в Алекминск едут аж из Якутска. Также поговорим, что нужно знать гражданам, которые готовятся строить частный дом, и узнаем, какие кинопремьеры готовят нам кинотеатры. Также расскажем, как создавались костюмы для премьеры оперы «Кармен». Узнаем, представители какой профессии не пропускают ни одной кинопремьеры. Ну и, конечно же, ждем в нашей студии интересных гостей. Хотим вам напомнить про наш WhatsApp-номер 8 914 273 4488. Ждем ваших сообщений. Ну а далее знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 16-21 градусов мороза, в Заречной группе 13-26, в южных 15-21, в Вилюйской группе 17, местами 32 градуса мороза, в Нижнеленских 28-38, в западных 12-18 градусов, в Колымендигирской группе 22, в Среднеколымске 36 градусов мороза, в Янских 26-32 градуса, на северо-западе 32-36. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 15 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов ниже нуля. Прекрасная погода уже с утра, как такой снег прям искрится, мелкий, мерцает. А еще светает так уже рано. Уже рано, да. А вот в Госдуме продолжают думать о народе. В Госдуме предложили ввести в России 3 новых праздничных выходных дня. К нам присоединяется наш новостной обозреватель канала Якутия-24 Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Какие праздники дополнительные нам предлагают? Утро доброе, коллеги. В Госдуме заявили о возможности сделать дополнительные праздничные выходные. Однако это станет возможно при определенных условиях. Подробнее расскажем в блоке новостей. Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до единицы. Такие данные передает Федеральный оперативный штаб. Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. Остаются 10 регионов, где коэффициент распространения коронавируса превышает единицу. Это Москва и Подмосковье, Свердловская область и другие. Между тем, говорить о победе над COVID-19 пока рано. Об этом заявил глава Якутии в ходе обращения к якутянам. Вместе нам пришлось преодолеть многое. Мы продолжаем консолидировать ресурсы, не только обеспечивая стабильность экономики, но и добиваясь поставленных целей развития. Однако, несмотря на значительное отступление болезней, все еще рано говорить о заключительной атаке инфекции, сказал Айсен Николаев. Глава Якутии в своем выступлении подчеркнул, что одержать победу над COVID-19 поможет массовая вакцинация. Каждый второй выпускник школы в этом году будет обеспечен бюджетным местом в российском вузе. Об этом заявил глава Миноборнауки России Валерий Фальков в рамках правительственного часа в Совете Федерации. В 2021 году из школ выпустится около 700 тысяч 11-классников. При этом распределяется для выпускников школ 422 тысячи бюджетных мест. Таким образом, каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом на конкурсной основе, заявил министр. По словам Фалькова, развитие науки и образования в регионах нужно поддержать в приоритетном порядке. В частности, вывести университеты в регионах на новый уровень.
Региональное отделение Фонда соцстрахования напоминает, что работодатели и юридические лица обязаны ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности. Если работодатель не подтвердит основной вид деятельности, фонд внесет его организацию в наиболее высокий класс профессионального риска. В этом случае взносы по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний придется платить по наиболее высокому тарифу. Региональное отделение настоятельно рекомендует предоставлять документы по подтверждению основного вида экономической деятельности путем электронного взаимодействия. Подать документы в электронном виде можно несколькими способами. Через единый портал государственных услуг, по шлюзу приема электронных документов через спецоператоров связи и через личный кабинет страхователя. Напоминаем, что срок предоставления документов ограничен. Работодатели должны предоставить заявление и справку подтверждения основного вида деятельности не позднее 15 апреля. В райцентре Горного Улуса в селе Бердигистях презентовали книгу генерала-майора юстиции, заслуженного юриста России Макара Яковлева «Правда и справедливость». Мероприятие организовали работники Улусной библиотеки имени Вакумова. В выставочном зале Центра духовности собрались друзья, коллеги и общественники Горного района. Автор книги отметил, что книга отпечатана малым тиражом, всего 200 экземпляров, но благодаря коллективу библиотеки издание в скором времени выйдет в электронном формате. Всего мною написано 17 книг. В основном эти книги научные, поэтому народ не знает. В прошлом году я выпустил 4 книги. Из них 3 книги тоже научные. И последняя книга «Правда и справедливость». Вот. На широкой читателе, да. Ну, вообще удивлен, очень организованно, очень широким масштабом организовали презентации книги. Большое спасибо работникам библиотеки. У россиян могут появиться дополнительные дни для отдыха. Член Комитета Госдумы по труду и соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею введения дополнительных выходных дней. По его мнению, праздники в каждой флагманской отрасли, включая День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя, стоит сделать выходными. Для этого нужно сделать 4-дневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые есть на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты, то сделать это, предложил Вострецов. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Замечательная инициатива, дополнительные выходные. Представляешь, если бы у нас вообще рабочая неделя продолжалась 4 дня, 4 дня. насколько бы повысилась работоспособность, да? Чай пить, не дрова рубить, как говорится. Успеть все. Доброе утро всем, кто к нам только присоединился. Приятного аппетита всем, кто завтракает в эту минуту. И физкульт, привет всем, кто ежедневно вместе с нами делает утреннюю зарядку. Доброе утро! С вами Ирина. И сегодня мы выполним комплекс упражнений, который будет состоять из нескольких связок для того, чтобы вы проснулись, потянулись и поехали с очень бодрым настроением на работу. Приступаем. Для начала нам нужно восстановить и направить дыхание. Поднимаем ручки наверх, делаем глубокий вдох и выдох. Далее делаем попеременные наклоны головой влево и вправо. Далее делаем повороты головы влево и вправо. Далее в прыжке делаем полуповороты головой, стараемся подбородком не касаться линии шеи. Делаем повороты корпусом, поднимаем ручку наверх. Внимание, у нас 2 руки поднимаются наверх. Далее, не переставая двигаться попеременно ножками, вращаем обеими руками вперед и назад. Далее делаем скручивание корпуса. Сначала скручиваемся без вытягивания рук, далее добавляем ручки. Ручки тянем вперед. Наклоняем корпус вниз, дотрагиваемся кончиками пальцев до левой ноги в середину и до правой ноги. Далее корпусом наклоняемся вперед, ручки тянем вперед, наклоняем корпус назад, руки также продолжаем тянуть вперед. Далее мы делаем выпады вперед. Делаем шаг вперед, ставим стопу ровно.
Затем вытягиваем ручки в стороны, затем поднимаем наверх, возвращаем в исходную позицию и возвращаемся в исходное положение. Делаем приседания с вытянутыми ручками вперед и делаем поочередные шаги, по 2 очередных шага в сторону, влево и вправо. Далее поднимаем колено наверх и под коленом делаем хлопок, делаем интенсивный выдох и восстанавливаем дыхание. Ну вот мы и завершили наш комплекс упражнений. На этом все. Хорошего вам бодрого утра и до свидания. Ну что ж, весна с каждым днем все ближе, все чувственнее проникает в наши сердца. И весной возобновляются строительные работы, в том числе строительство частных домов и дач. А помимо материалов, проекта и хорошей бригады строителей необходимо тщательно продумать юридические тонкости. О том, что нужно знать при возведении частного дома, мы сегодня поговорим с юрист-консультантом Центра «Мои документы» Максимом Алексеевым. Максим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Есть такие юридические понятия, как частный дом и садовый дом. В чем отличие? Различие? Понятие «садовый дом» было введено в январе 2019 года, когда вступил новый закон о ведении гражданами садоводческой деятельности. Ну, вообще садовый дом, теперь садовым домом называются все дома, которые раньше назывались дачами, да, летними домами, да. Сейчас только вот одно название, конкретно садовый дом. Вообще, по закону садовый дом – это не жилой дом. Его основное отличие, ну, в принципе, по сути, единственное от индивидуального жилого дома, так называемого, да, ну, в народе, который называется частным домом. Это то, что он является нежилым, и в нем нельзя прописаться. То есть чисто юридические отличия такие? Да, одно из основных. Фундамент, отопление, это никак не влияет на это? Ну, есть вот нюанс, который касается того, что, допустим, если у вас уже стоит на участке садовый дом, и вы хотели бы в нем прописаться, вы можете, допустим, подать заявление о том, чтобы перевести садовый дом в жилой дом. Тогда вы сможете в нем прописаться. Раньше у тех, у кого были вот дачи, да, летние домики, и которые по своим характеристикам можно было признать жилым домом, в них прописаться было нельзя. Сейчас это можно. И для этого вот, возможно перевести. Но у нас есть несколько организаций в Якутске, которые занимаются составлением технической документации, по которой можно перевести вот эти вот нежилые садовые дома в жилые индивидуальные частные дома, ну, с возможностью в них прописаться. Но для этого дома должны соответствовать определенным характеристикам, но это смотрит конкретный эксперт. Касается там площади дома, да, как он утеплен, имеется ли отопление, высота потолков. Но все это смотрит конкретно уже вот при оформлении технической документации конкретный эксперт. А вот разрешение на строительство и уведомление о планируемом строительстве, в чем их разница? До 2018 года, чтобы построить жилой дом и чтобы получить у него, ну, чтобы его, соответственно, должным образом его зарегистрировать, требовалось получить разрешение на строительство. А сейчас, с 2018 года уже это отменено. Это касается только вот именно частных жилых домов, индивидуальных, да, и садовых домов. Чтобы построить жилой дом либо садовый дом, да, вы должны получить именно уведомление, вы должны подать именно уведомление о планируемом строительстве и получить, ну, соответственно, уведомление о том, что вот, заявленные вами характеристики, да, планируемого строительства дома, они соответствуют нормам закона. Чем отличается вообще, ну, в чем особенность уведомления о планируемом строительстве, что когда вы подаете уведомление о планируемом строительстве, его так же, как и ранее, ну, как и разрешение строительства, сейчас его рассматривают муниципалитеты, да, ну, того района города, либо там, допустим, улуса, где ваш участок находится, на котором вы хотите построить дом. Что нужно знать, ну, вот хотел бы отметить, да, что вот именно конкретно вот для частных домов, садовых и жилых, именно подается уведомление о планируемом строительстве. Разрешение о строительстве на строительство уже не получается с 2017 года. То есть, да, это просто, получается, заменил одно другое. Да. А если человек хочет построить гараж, частный или теплицу, гараж, например? Да, нужно ли подавать уведомление? Гараж, чтобы построить гараж, ну, именно частный, да, на своем участке,
в котором будет стоять ваша личная машина, которая не будет использоваться для предпринимательства, для этого уведомление о строительстве не подается. Чтобы зарегистрировать построенный гараж, вы должны найти любого кадастрового инженера, заказать технический план и через центр «Мои документы» подать заявление на регистрацию, на постановку на кадастровый счет этого гаража и одновременную регистрацию права собственности на него. Это все подается одним заявлением через отделение центра «Мои документы». А в каких случаях еще можно подавать? Я извиняюсь, про теплицу спрашиваю, да? Ну, допустим, теплицы, да. Теплицы какие-то там, хозпостройки, Да. сарайчики. Ну, для них, как правило, не требуется каких-либо оформления документации, то есть это, в принципе, считается некапитальными строениями, они как стоят, так и стоят, в принципе. Ну, допустим, если вы построили баню, хотите, допустим, ее зарегистрировать, да, чтобы она была у вас легально оформлена, как по закону, вы также составите технический план, допустим, да, и также подаете уведомление подаете заявление о регистрации права собственности и постановке его на кадастровый учет. А в каких случаях вот отказы бывают в согласовании? Ну, тут, в общем, такой момент, да, не знаю, вот многие думают, да, я вот тоже какое-то время думал раньше, что вот если ты имеешь участок, ты можешь на нем строить все, что угодно, да? Это моя земля, как Да, хочу, моя так земля, как хочу, так и достраиваю, но, к сожалению, есть определенные требования к тому, допустим, на каком расстоянии от границы участка должен стоять ваш дом, какой у него должна быть максимальная площадь, меньше какой площади дом не должен быть на участке, да? К сожалению, допустим, люди, когда приходят подавать уведомления о плановом строительстве, они иногда вот эти вот моменты не знают. И, допустим, вообще, по общему правилу, от границы участка дом должен стоять минимально в 3 метрах. И также еще есть такое понятие, как внешнеквартальная линия, да? То есть это обычно бывает та сторона участка, которая выходит на дорогу, да? От нее, как правило, 5 метров нужно отступать. Допустим, люди бывают, что бывает впритык строят, да? Указывают, что хотят прямо вот впритык к забору поставить дом. Чтобы сэкономить место как-то. Да, сэкономить, им может так нравится, да. Или бывает, что хотят построить слишком маленький дом. Как правило, это редко. В основном из-за отступов от участка бывают нарушения при уведомлении о плановом строительстве. И также бывает, что участок сам изначально не подходит, не предусматривает строительство на нем жилого дома. Максим, кстати, очень коротко, пожалуйста, на что стоит обратить внимание при выборе участка для строительства дома? Вообще, изначально хотел бы порекомендовать, если, допустим, вы покупаете участок, да, или он уже есть, если вы хотите построить дом, лучше заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Выписка заказывается через МФЦ, либо если вы зарегистрированы на госуслугах, заказать ее на сайте кадастровой палаты. В этой выписке нужно обязательно посмотреть назначение участка. Там должно быть написано для индивидуального жилищного строительства, либо для ведения садоводства, тогда на нем также можно построить садовый дом. Если там имеется другой вид решения использования, то нужно подать также заявление собственнику, да, о том, чтобы поменять вид жилищного строительства именно на индивидуальное жилищное строительство. Но чтобы это сделать, опять же, нужно знать, в какой зоне находится ваш участок. То есть любой поселок, да, администрация любого поселка, города, села, она зонирует поселок, населенный пункт на определенную зону. В какой-то зоне можно строить только бизнес, здания, да, в какой-то промышленный объект, в какой-то частные дома. То есть ваша зона должна соответствовать именно тому, чтобы на ней можно построить частный дом. Далее нужно посмотреть обязательно на какие-либо обременения. Также это можно увидеть из выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость. Вот, допустим, у нас сейчас проблема есть такая, возникла, да, у многих. В августе 2020 года ввели очень широкую зону затопления. Она у нас тянется с села Пригородное буквально вплоть до Табаги. И, допустим, очень многие участки, которые подпали под эту зону, они уже не могут, люди, владельцы этих участков, они уже не могут там построить частный дом. Им приходят отказы. Максим, благодарим вас за полезный разговор этим утром. Спасибо, что пришли. За подробной консультацией население может обращаться в центре «Мои документы» и лично у консультантов. Спасибо вам. Спасибо, отличного дня. Степа, чем славится Алекма? Алекма?
Ну, помимо очень многих деятелей культуры, которые вышли, которых я лично знаю из Алекминска, Алекма славится своей молочной продукцией. Очень вкусная. Как туда еду, я постоянно покупаю. Особенно сыр, алекминский сыр. Очень В вкусный. эти дни как раз-таки начался процесс варки сыра, и вообще вся продукция, она на полках не залеживается. Ассортимент очень хороший. В магазине «Мега» кладовой Алекмы многолюдно. То и дело подходят покупатели за свежей продукцией. Масло, молоко, кефир, творог. Местная продукция всегда востребована. Как часто покупаете в этом магазине продукцию? Постоянно. Вообще, какая продукция больше всего востребована вами? Востребован творог, молоко, кефир. Ну, постоянно молоко, кефир, творог берем. И когда бывает сыр, Сыр ждете? ждем. Спрос хороший, улыбается продавец. Марина Зиновьевна работает здесь давно, изучила, что и сколько заказать, чтобы покупатели были довольны. Отмечает, все ждут сыр. Народу приходит, конечно, много, иногда 200 человек, иногда меньше чуть, иногда больше, по-разному. Ну, бывает, что приезжают с деревень отдаленных, с города Ленска, с Якутска. Ну, все, буквально и йогурт, и кефир. Кто-то любит сметану, кто-то любит сливки, кто-то любит сыр адыгейский. Ну, молоко, конечно, естественно, все любят. Поэтому все любят. Сыр наш алекминский, особенно сейчас все спрашивают, когда будет сыр, да когда будет сыр. Тем временем в пищекомбинате идет процесс варки долгожданного сыра. Скоро сырье разольют по формам, и после всех процедур он отправится на созревание, а потом к заждавшимся покупателям. Алекминчане смогут увидеть первую партию сыра к 9 мая. Ежегодно мы дарим нашим ветеранам нашу фирменную продукцию, в том числе наш сыр алекминский. И также после 9 мая местные жители увидят на прилавках наш алекминский сыр. А как откроют речное судоходство летом, это ежегодно происходит где-то в начале июня, город Якутск, республика наша, сможет тоже увидеть наш алекминский сыр на прилавках магазинов. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Переходим к нашей уже традиционной рубрике «20 лет в 21 веке». И напомню, что в ней мы рассказываем об интересных фактах, произошедших в Якутии за 20 лет нового нашего тысячелетия. Как за это время изменилась жизнь людей. И сегодня вас ждет еще один интересный факт. Мы продолжаем говорить о самом важном – о здоровье. 3 года назад в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы родился первый ребенок. За 3 года работы врачи центра помогли появиться на свет более чем 13 тысячам маленьких якутян. Прошлый год стал рекордным. 6157 малышей родились в перинатальном центре Якутска. Врачи центра помогают в самых сложных случаях. Будущие мамы со всей Якутии приезжают сюда, чтобы получить высокотехнологичную помощь от лучших гинекологов, неонатологов и акушеров. Доброе утро. 18 марта на календаре, а на днях в Московском зоопарке отпраздновали Всемирный день панд. Панда Жуи и Дин-Дин преподнесли увлекательные подарки, среди которых разноцветные кубики, вымпелы и игрушки. Животных угостили морковью, бамбуком и панда-кейками. Самым увлекательным подарком стали арт-объекты под названием «Робопанды». Животные решили доказать, кто в вольере главный, и вступили в схватку с искусственными сородичами. На кадрах видно, как панды осматривают картонных гостей, а затем начинают бороться с ними, изредка прерываясь на поглощение лакомств. Да, панды, не перестают они своей мимимишностью Очень удивлять. милые зрелища, да? Мне кажется, можно бесконечно смотреть на их... Как горит огонь, как течет вода и как панда поедает морковку. На их мимимишность. Ну а далее мы ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами.
Якутии, Екатерина Винокурова, Степан Федоренко. Просыпаемся вместе с вами. Мы напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него вы можете присылать свои какие-то поздравления для своих близких, приветы, а также какие-то интересные факты и события из вашей жизни или из жизни вашего города и района. Также страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, там тоже много чего интересного. Одно сообщение к нам пришло к этой минуте. Уважаемую, дорогую кандидата медицинских наук, доцента, отличника здравоохранения Республики Саха-Якутия, отличника профессионального образования Республики Саха-Якутия, преподавателя Екатерину Петровну Сергину поздравляем с 60-летним юбилеем. Пусть накопленный опыт и мудрость помогут достичь вам новых высот. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение всегда были вашими верными спутниками, а здоровье и благополучие были на высшем уровне в вашей замечательной жизни, ваши коллеги. Какое Мы также замечательное поздравление. Поздравляем Вообще Екатерину Петровну. 60 лет, такая красивая дата. Ну а пользуясь своим служебным положением, мы бы хотели поздравить нашего выпускающего редактора Александра Хавренко, который сейчас находится по ту сторону телекамер. Хотели бы пожелать ему крепкого здоровья, творчества, неиссякаемой энергии и оставаться таким же молодым, красивым. С днем рождения, Саш! Ну а далее передаем слово нашему новостному обозревателю Сергею Михедову. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Семьи, желающие за счет материнского капитала построить или отремонтировать свой дом, больше не обязаны предоставлять сведения в пенсионный фонд. Это касается данных из акта выполненных строительных работ. То есть отчитываться о монтаже фундамента, возведении стен или кровли больше не нужно. Теперь достаточно предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности семьи. Молодым педагогам в Якутии представили 15 вакансий по программе «Земский учитель». По этой программе якутяне могут получить компенсацию в 2 миллиона рублей, заключив трудовой договор. Молодым педагогам предлагают переехать в поселок на Дальнем Востоке с населением до 50 тысяч человек, заключить 5-летний трудовой договор со школой и получить единовременную выплату. Так, представленные на официальном сайте программы вакансии школьного учителя находятся в 15 районах республики. Программа «Земский учитель» стартовала в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина. В IT-центре поселка Нижний Бестяг стартовал республиканский отборочный этап конкурса «Моя профессия IT». Хакатон для учащихся общеобразовательных школ проходит в течение 3 дней в онлайн-режиме. Школьникам предстоит разработать проекты по направлениям «Комфортная среда», «Спорт», «Здоровье» и «Искусство». В качестве эксперта выступают Управление спорта, культуры и предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Участвуют 16 команд из школ района. Как отмечают организаторы конкурса, Хакатон является уникальной площадкой. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров. Это Технопарк Якутия, Маинский лицей имени Тимофеева, бизнес-инкубатор Минно-Кагаласского района, администрация района и, конечно же, наших спонсоров. Это Международная школа программирования Кодди, ООО МК-сервис, ну и наш постоянный генеральный партнер Google Technology. Маинский лицей победил в конкурсе на грант ректора СВФУ. Ректор вуза Анатолий Николаев вручил главные награды конкурсов «Учитель года» и «Прорыв года» в университете. Конкурсы проводят для поддержки учителей и школ, работающих в тесном сотрудничестве с головным вузом Якутии. За 10 лет из Маинского лицея победителями конкурса на грант ректора становились 4 преподавателей. Новым обладателем звания «Учитель года» СВФУ стала преподаватель русского языка и литературы Евдокия Тарасова. Кроме того, Маинский лицей во 2-й раз стал обладателем Кубка «Школа года». 85% выпускников лицея поступили в университет со средним баллом по ЕГЭ 72. Мы очень гордимся тем, что уже 2-й раз являемся лауреатом звания «Школа года» СВФУ. 2020 год был очень сложным для процесса подготовки и поступления в вузы, но тем не менее кропотливая работа учителей, учебные навыки наших учащихся и помощь родителей. Все это в совокупности
привело нас вот к такому хорошему, замечательному результату. К этому часу это все новости. Увидимся чуть позже. Спасибо, Сергей. Прекрасные дамы из Центра колонетики танца Марины Кузьминой вновь собрались для массового танца. Весенний флешмоб они устроили в красивейшем месте у подножия Ленских столбов. Более 50 женщин исполнили синхронный танец прямо на берегу, на льду нашей необъятной, красивейшей реки Лена. Напомним, зимой, когда на улице стояли лютые морозы, ниже 50 градусов, они также устроили танцевальный флешмоб в парке. Тогда это видео набрало в социальных сетях сотни просмотров. Да, надеемся, что этот ролик будет не менее популярен у якутян и за пределами нашей республики. Да, знаешь, даже если не будет популярен, это радует бодрость духа этих женщин. Да, молодцы такие, да. Смотри, в разноцветных одеждах готовились, красота. Ну, а кадры какие, конечно, это даже не обсуждается. Ну, а в нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет» вы познакомитесь с мальчиком Толей. Ему всего 1,5 года, он ласковый, трогательный и очень нуждается в родителях. Добрый день! Сегодня мы хотим познакомить нашим Толиком. Толя очень доброжелательный, спокойный мальчик. Толя любит ползать по всей группе. Старательный. Если что-нибудь делает с детьми, он тоже старается вот это все повторять. Ладушки, 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 ладушки. Молодец, веселительный. Радуется. Ладушки, ладушки, дай ладушки, 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 ладушки. Ладушки, 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 молодец, умница. Несмотря на проблемы со здоровьем, Толя активный и подвижный ребенок. Он вовсю ползает, проявляя интерес к игрушкам. Его упорный характер проявляется в том, что он обязательно достигает цель, доползая до игрушек. Как и все малыши, Толя проходит полную диспансеризацию, спокойно реагируя на все процедуры. Как ребенку с особенностями развития, ему необходим уход и особое внимание. Мы надеемся, что для Толи найдутся любящие и заботливые родители. Мы тоже надеемся, что Толя найдет свою семью и все будет хорошо. А у нас сообщение есть. Поздравляем любимую дочурку Камелию с днем рождения. Желаем тебе всего самого наилучшего, крепкого здоровья и успехов в учебе. Остальное сделаем мы, твои родители. Папито и Мамино любят тебя. Вот такое сообщение пришло к нам на WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Поздравляем всех именинников этого дня. Степа, ты знаешь, кто у нас в городе не пропускает ни одного фильма?
ни одного фильма, ну, наверное, какой-то киноман, фанатик. Ну, можно и так сказать. Только у этого человека просмотр фильмов является одной из должностных обязанностей на работе. Слушай, какая классная работа. Ну и кто же это? Это киномеханик Степа. Сегодня мы расскажем об этой профессии, редкой профессии, подробнее. Работа киномеханика заключается в том, чтобы приносить искусство для зрителей. Раньше были пленки, а сейчас у нас цифровое оборудование. Вот, то есть стоят два монитора, стоит цифровой проектор. Вот, все приходит на контенте или на хардах. Все в цифровом виде. Загружаем, делаем плейлисты, нажимаем кнопочку play и кино показывается. А как становится киномехаником? Ну, если честно сказать, это призвание, наверное. Допустим, я пошел по стопам родителей. У меня отец был технорук, раньше назывался он технорук, сейчас он называется главный инженер. Занимался в основном ремонтом аппаратуры, настройки аппаратуры, звука и тому подобное. А мама всю жизнь проработала киномехаником. Ну, качество, в основном это любить свою работу. Если ты не любишь свою работу, значит, ты до зрителей можно не довести по-нормальному показ кино. Тут все-таки надо любить кино, знать хорошо оборудование, разбираться в ней, вот, и следить за качеством, чтобы зритель был доволен при показе, при просмотре фильма. Меня родители приучили, я, если честно сказать, с маленьких лет постоянно был в аппаратной. Что с отцом, что с мамой. И поэтому вся это оборудование я, в принципе, знаю еще и на углях, и на лампах накаливания, и когда ксеноновые лампы появились. Но вот единственное, не знаю, доживу я до того, когда, допустим, в Лене будет лазер, источник света, ну, охота было бы посмотреть все это. Сейчас мы как бы работаем, показываем неделю, фильмы там по 2, по 3 фильма. Вот. А раньше, если честно сказать, мы фильмы показывали по месяцу один. Вот там действительно до того надоедало смотреть одно и то же в течение месяца по 9-8 сеансов в день. Вы представляете, мы по 200-300 сеансов показывали одного и того же фильма. Вот там действительно можно наизусть было выучить. Иногда надоедает, и, допустим, в кино я хожу очень редко. И то, если внуку говорит, идем в кино. Контенты приходят разные, иногда с интернета качаешь, иногда хады приносят. Какой-то битый. Бывает то глюки, то звук куда-то исчезает, поэтому обязательно надо просматривать. Так что поэтому приходится каждый раз фильм смотреть. Вот каждый четверг у нас как бы замена фильмов идет, да? И мы каждый четверг утром рано приходим и смотрим эти фильмы. Ой, подожди. Замечательная профессия у Юрия, хотя вот даже там, даже вроде в такой вот, вроде казалось, что все отлично, есть свои минусы. Да, конечно. Мы Юрия Юрьевича по работе знаем давно, и давно работает в кинотеатре «Лена». Передаем ему большой привет, желаем крепкого здоровья и еще продолжать с таким же энтузиазмом свою деятельность. Да. Ну, а к нам поступило сообщение еще одно. Поздравляют сестру ветерана педагогического труда города Среднеколымска Колесову Марию Ивановну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долголетия, крепко целуем и обнимаем. Евловские Татьяна, Евдокия, Пантелеймон, Виталий из города Среднеколымска. Поздравляем вас. Присоединяемся к поздравлениям. Ну что ж, крымский спортсмен Джамшит Исматилаев установил рекорд России. Силач сдвинул с места самолет-амфибию Б-12 на 1 метр и 12 сантиметров за 40 секунд. Мероприятие проходило на военном аэродроме в поселке Кача под Севастополем. Сдвинуть самолет весом 31,5 тонны на рекордную для себя отметку Исматилаев смог с 4-го раза. При первой попытке спортсмен травмировал ногу, но все же продолжил борьбу за титул, хотя рекорд был засчитан и в первый раз. Для буксировки воздушного судна атлет использовал специальную упряжку и лестницу. К выполнению рекорда Исматилаев готовился 3 месяца. На тренировках ему удавалось сдвигать самолет на еще большее расстояние. В день рекорда же помешала погода. Во время мероприятия местами шел
дождь. Да, замечательные силачи живут в Крыму. Ну, самолет сдвинуть — это полдела. Вот сдвинуть Степана Федоренко в 5 утра с кровати — это тоже довольно сложно. Мы не зря заговорили о Крыме, поскольку сегодня ровно 7 лет с того момента, как Крым наш. Да, 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. А какими еще датами событий ознаменован день 18 марта, узнаем в нашей рубрике. – 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. На территории полуострова этот день является праздничным и выходным. Сегодня в мире также отмечают День Парижской коммуны во знаменование победы Первой пролетарской революции в 1871 году. По народному календарю в этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Считалось, что если сегодня стоит солнечная погода, то летом можно не бояться града. 18 марта 1662 года в Париже появился первый общественный транспорт. Это была 8-местная карета, названная «Омнибус», что означало «для всех». В этот день в 1892 году учрежден приз для лучшей хоккейной команды «Кубок Стэнли». Награду ежегодно вручают победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. 18 марта 1931 года в США началось производство первых электрических бритв. В 1965 году в этот день состоялся первый в истории выход человека в открытый космос. Алексей Леонов находился за бортом космического корабля «Восход-2» около 12 минут. 18 марта 1999 года начала работу блог-платформа «Живой журнал» или попросту ЖЖ. В 1844 году в этот день родился Николай Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель. 18 марта 1858 года родился Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя. В 1959 году в этот день появился на свет Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. 18 марта 1980 года родился Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины в этот день отмечают Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай и Федор. Да, сколько талантливых людей, помимо нашего выпускающего редактора Александра, родились в этот день. А спасенную от гибели рысь выпустили на волю сотрудники Добрянского охотхозяйства в Пермском крае. На кадрах видно, как деревянный короб с животным доставили в лес, и рысь, немного помедлив, вернулась в свою естественную среду обитания. По словам зоозащитницы Ирины Дронго, истощенную и замерзшую молодую самку рыси, которая 16 февраля вышла на территорию больницы в Добрянке, охотинспекторы щадящим образом усыпили и доставили в ветлечебницу, а затем выходили и откормили. В неволе контакты рыси с людьми были ограниченными, чтобы животное не испытывало стресс и не привыкало к людям. Ты маленькая. Ну, тю-тю-тю-тю. Что, не любишь животных? Я люблю животных. Ну, рысь, я кошек тоже люблю, но как-то рысь как-то довольно опасная. Конечно, она опасна, хищница же Хищник. все-таки. Степа, ты знаешь, что премьера оперы «Кармен», написанная Жоржем Бизе, была провальной? Да, я слышал об этом. Она состоялась 3 марта 1875 года. Да. Какие познания у тебя. Да, у меня это написано. Да, и сегодня, тем не менее, она является самой популярной оперой в мире. А в Якутске сегодня идут финальные репетиции, которые запланированы на 27-28 марта, премьеры, да. Специально для телезрителей «Утро Якутии» мы приоткроем закулисье и познакомимся с исполнителями главных ролей. Недавно мы побывали на примерке их костюмов. На Айталине Адамовой не просто сценический костюм. Как признается солистка театра оперы и балета, с ним нужно сродниться. Немаловажную роль играют детали образа, даже самые мелкие аксессуары. Шляпку вот я вот так держу, снимаю уже, понимаете, характер, поэтому это очень важно. Не только костюма, но и маленькие такие
даже украшения могут тоже большую какую-то, хоть маленькую изюминку, но уже поменяют какой-то характер, подача, роли тоже совсем меняется. Конечно, это вот тут кринолин, тут 2 юбки, корсет, это тем более артисты, у нас же диафрагма, мы же ее поем, поэтому тоже мы должны к корсету привыкать, это жест, да. Если тут будут зажимать, у меня рука дальше не пойдет, поэтому это заранее, когда шьют, и мы должны заранее уже походить по сцене, ну, сродниться, можно сказать, уже с костюмом. Художником-постановщиком оперы «Кармен» выступил Сергей Новиков. По его эскизам пошивочные цеха театра провели масштабную работу. А для заключительного этапа работы над костюмами актеров в данное время в Якутске пребывает ассистент Сергея Новикова. Да, я очень довольна. У нас попалась очень профессиональная команда мастеров в вашем театре, потому что это очень хорошая посадка костюмов, идеальный крой. Они слышат меня с первого раза, и у нас не было, наверное, никаких проблем во время пошива. Все как по маслу. Очень доброжелательные люди, во всем помогали, словом, делом. Я очень благодарна вашему театру и за опыт работы, и за новые знакомства, и за какие-то техники, какие-то такие фишечки, которые я узнала при работе с вашими мастерами. Исполнителя роли Эскамилью Александра Емельянова вместо классического болеро зрители увидят с вышитыми национальными узорами. У Эскамилью костюмы всегда красивые, такие, всегда шикарные. Я исполнял Эскамилью в начале своего пути, в начале своей работы, а я исполнял ее в 2007 в Ростове-на-Дону. Ростовский музыкальный театр государственный. Постановка была очень такая грандиозная. Там даже использовали животных, лошадей и так далее. Спектакль в Якутске задуман как постановка в неклассическом прочтении. История, которую раскроет перед нами режиссер-постановщик Николай Маркелов, это история о театре и вокруг театра, об актерах, которые живут в театральном мире. Любимую миллионами потрясающую «Кармен» якутский зритель сможет увидеть и услышать уже 27 марта на сцене Театра оперы и балета. Потрясающие костюмы. Обязательно надо сходить на эту оперу. Да, разукрасить свой досуг. Ну а тем, кому не достанутся билеты, можно сходить в кинотеатр. Кстати, Степа, ты вот после снятия ограничений ходил в кинотеатр? Ну, если честно, нет, еще не ходил. Я до сих пор смотрю все онлайн, в онлайн-кинотеатрах. Пока не было таких фильмов, на которые вот охота было бы сходить, каких-то эпичных. Если что-то будет такое типа «Аватара», конечно, это только в кинотеатре нужно смотреть, а не ради дома. эффекта, атмосферы, да? Да. А я вот если жду какой-то громкий фильм, то обязательно стараюсь посещать его в день премьеры. Ну, во-первых, хочется увидеть фильм одной из первых, да, и тем самым оградить себя от так называемых спойлеров, да, которые сегодня очень популярны, встречаются. И самой потом спойлерить. И лучше потом самой спойлерить, да, хотя я так не делаю. Ну и случайно там не наткнуться на какой-нибудь твит, да, какого-нибудь умника. Ну а сегодня четверг, и я предлагаю ознакомиться нам с кинопремьерами этого дня. Айнбо, именно тебя избрали. Мультфильм «Айнбо. Сердце Амазонии» расскажет о бесстрашной девочке, которая родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компанию удивительных зверей. Их ждет восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем. Это разве обнимашки? Вот обнимашки! Даже не верится, что мы работаем вместе.
Кинотеатры приглашают на еще один анимационный приключенческий фильм. Гретель – одна из лучших агентов сверхсекретного отдела магической безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века – загадочное исчезновение короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель – известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной ведьме. Слышал, у тебя прошлой ночью были гости? Картина «Никто» заставит задуматься о том, кто мы есть на самом деле и что за демоны живут глубоко внутри нас. Хэтч Менсел – примерный семьянин, хороший сосед и вообще человек положительный во всех отношениях. Но долгие годы в нем копились сдерживаемые ярости и раздражения. Они и врываются на волю в момент, когда в дом Хэтча забираются грабители. Герою предстоит столкнуться с самой темной стороной самого себя. Да кто ты вообще такой? Я никто. Собака – лучший друг человека. Эту простую истину подтверждает новый семейный фильм «Пальма» от режиссера Александра Домогарова-младшего. 18 марта на экраны выходит история русской Хатико, овчарки, которая 2 года ждала в аэропорту своего хозяина. Зря я тебя дурой назвал. Не прав. И что от меня требуется? Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ Генштаба Минобороны, выходит на связь с британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого. Там странные звуки. Словно животные. Группа молодых геологов, исследующих отдаленные от цивилизации места, находит городок в горах Апалачи, который был заброшен в прошлом веке при загадочных обстоятельствах. Думая, что они нашли свою подземную Атлантиду, друзья пробуждают нечто древнее и жуткое. Научная экспедиция превращается в борьбу за выживание вместе, которую прозвали «Хребтом дьявола». Ну вот, наверное, на фильм «Никто» я бы все-таки сходил в кино, посмотрел. Там стреляют, та-та-та-та-та-та. Мужское кино, да. А я бы посмотрела «Пальму». Я люблю очень собак и пошла бы, поскольку я очень сентиментальная девушка, пошла бы поплакала. Как раз после тяжелой недели пойду посмотрю. Отдохнуть, поплакать. Кстати, о собаках, да? Да, в Москве презентовали первых роботов-собак, изготовленных в России. Киборги-животные созданы для помощи людям в экстренных, непредвиденных ситуациях. Собаки-роботы могут помочь в патрулировании местности или ее изучении с последующим созданием карты, в выполнении логистических или исследовательских задач, а также выполнять роль обычного домашнего питомца. Собаками уже заинтересовались несколько крупных компаний, в том числе работающих в сфере доставки. Катя, интересно, как ты думаешь, у этих собак есть функция грызть хозяйские тапочки? Ну, возможно, это же собаки все-таки. Ты бы завел себе такого робота? Не знаю, нет, я бы лучше все-таки живую собачку. В Государственной Думе озадачились вопросами поддержки малого бизнеса. Предложенные поправки предполагают, что субъекты Российской Федерации будут вправе самостоятельно устанавливать пониженные налоговые ставки для поддержки бизнеса в 2021 году. Подробнее об этих и других новостях мира экономики расскажет Иван Лазаренко. В Госдуму внесен законопроект, направленный на поддержку малого бизнеса. Поправками предлагается дать право субъектам России устанавливать пониженную налоговую ставку до 4% на период 2021 года для всех или отдельных категорий налогоплательщиков. Кроме того, планируется дать право регионам устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков, организаций и индивидуальных предпринимателей из перечня отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии, на период 2021 года. Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и поддержать занятость за счет возможности направлять свободные средства от снижения налоговой нагрузки на выплату заработных плат, отмечают авторы инициативы. С
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым сделать прогноз рынка труда до 2030 года для профориентации выпускников школ, высших и средних учебных заведений. За государственные деньги государственный заказ должен строго быть ориентирован на обеспечение рынка труда теми профессиями, которые необходимы. Это важно с экономической и социальной точки зрения, добавила спикер Совета Федерации. По ее словам, человек, который идет учиться на определенную специальность, должен быть уверен, что государство предоставит ему место для трудоустройства по профессии, что он не будет свободным художником. Матвиенко также подчеркнула, что сейчас 60% выпускников 9 классов продолжают обучение в техникумах и колледжах. В Госдуме предложили установить единый федеральный оклад для молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Авторы инициативы предложили закрепить на законодательном уровне статус «молодой педагог». Согласно законопроекту, данная категория учителей в среднем по России сможет получать выплату в размере 1,5-2 минимальных размеров оплаты труда. Подчеркивается, что такое решение является необходимым из-за разного уровня зарплат среди молодых учителей по стране. И такое изменение позволит повысить престиж профессии учителя. На этом наш эфир подходит к концу. Желаем вам сегодня отличного настроения, продуктивного дня. Всего самого-самого доброго. Пусть у вас сегодня все получится.